Ну, а что все-таки в Соединенных Штатах? Как там оценивают минувшую ночь? Популярная версия такая. За еще более жесткий удар выступал новый советник Трампа по нацбезопасности Ястреб Болтон. Есть информация, что, как ни странно, партия мира в Вашингтоне, ну, конечно, весьма условная партия мира, это министр обороны Мэттис. Хотя боевая кличка у него «Бешеный пес», он, профессиональный военный, остановил политиков от нанесения таких ударов, какие могли задеть русских. Потому что иначе был бы контрудар. Ну, и началось бы такое, что, в общем, в страшном сне не представишь. О том, кто еще в Вашингтоне за и против, наш САПКОР за океаном Александр Христенко. Прямо перед Белым домом собрался митинг. Люди кричат: прекратите бомбить Сирию и нет больше войны на Ближнем Востоке. Сначала люди протестовали прямо возле забора у Белого дома. Затем, сейчас, как мы видим, полиция оцепила дорогу, территорию, непосредственно прилегающую к Белому дому. Таким образом, Дональд Трамп мог лично услышать реакцию соотечественников на свое экстренное обращение к нации в 9 вечера, в котором объявил о решении бомбить Сирию. Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с химическим оружием Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась. Цель предпринимаемых нами действий – создать мощное сдерживание производства, распространения и применения химических вооружений. Это отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Многие не верят в официальную версию событий, которую представляют американские власти. Устойчивое дежавю. Никаких доказательств нет. Нам говорили, что есть оружие массового поражения и в Ираке. И его не нашли. Теперь история повторяется. Умные и красивые ракеты, как назвал их Трамп, еще, оказывается, и неуязвимые. Об этом отчитался уже Пентагон. По Сирии было выпущено 105 ракет, заявил генерал-полковник Маккензи, и все достигли цели. Эту операцию можно охарактеризовать 3 словами: точность, превосходство и эффективность. Ни один из наших самолетов и ни одна из наших ракет не были перехвачены сирийскими средствами обороны. У нас нет информации, что российские системы ПВО были развернуты. Мы уверены, что все наши ракеты достигли целей. Маккензи заявил, что США активно использовали линию связи с российскими военными по предотвращению конфликтов в воздухе, но вдаваться в детали отказался. А вот о пораженных сирийских объектах говорил охотно. Удар наносился по 3 целям: научный центр в Дамаске, командный пункт и склад в провинции Хомс, где якобы хранилось неучтенное химоружие. В Пентагоне продемонстрировали спутниковые снимки до и после бомбежки. Трамп в 5:30 утра написал довольный твит. Превосходно исполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и мощь их доблестных вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена. Россия собрала экстренное заседание Совета безопасности ООН, в обход которого сразу 3 постоянных члена Совбеза решили нанести удар по суверенному государству. То, что их было 3, всячески подчеркивают в Вашингтоне, конечно, забывая упомянуть, что принцип большинства тут не работает, и решение легитимно только в том случае, если все 5 постоянных членов Совбеза как минимум не против, а как раз против силовых действий были и Москва, и Пекин. Кризис доверия только усугубляется тем, что в Пентагоне опираются на соцсети, никаких доказательств химатаки до сих пор не представили и даже не считают нужным это делать. Почему вы не хотите предъявить свои доказательства миру? Россия сомневается в том, что атака действительно была. А у вас есть сомнения? Нет, у нас нет сомнений. Какие доказательства химической атаки у вас есть? Разные, много разведданных. Я расскажу о них, когда у нас будет больше доказательств и подробностей. Верить предлагается на слово, а учитывая, что бомбардировки начались за считанные часы до начала работы экспертов из Организации по запрещению химоружия непосредственно в Сирии, реальное положение дел ни США, ни союзников явно не интересует. Александр Христенко, Николай Коскин. Вести в субботу. Вашингтон.